Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Сегодня 12 января, День работников прокуратуры России. Этот праздник учрежден в декабре 1995 года указом президента России Бориса Ельцина об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации. Чествование служащих контролирующего органа стало данью уважения и признанием важности их труда. Дата торжества имеет символическое значение. Именно 12 января 1722 года появился первый институт российской прокуратуры. Император Петр Великий создал чин генерала и обер-прокурора в правительствующем Сенате, определил их компетенцию. За свою трехвековую историю прокуратура накопила бесценный опыт, имеет уникальные полномочия. В ней работают высококлассные специалисты. Обо всем этом мы поговорим сегодня с заместителем прокурора республики Александром Сергеевичем Трухиным. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. И мы вначале вспомним историю создания прокуратуры России и нашей республики. Ведь в прошлом году вы отметили 300-летний юбилей. Да, история органов прокуратуры начинает свой путь с 12 января 1722 года. Тогда Петр I своим именным высочайшим указом правительственному Сенату поручил учредить должность генерал-прокурора и указал, что сей чин, яко око наше, истряпчий о делах государевых. И в том же 1722 году в городе Якутске была образована должность уездного, а затем и областного стряпчего наблюдателя за законом. После судебной реформы 1864 года деятельность прокуратуры Якутской области приобрела более значимый вес. Прокурор стал участвовать в следствии, непосредственно был руководителем следствия, стал выступать в суде в качестве обвинителя, а также стал наблюдать за исполнением или надзирать за исполнением приговоров. В начале XX века, в послереволюционный период, деятельность, прокуратуры Якутской области была упразднена, но совсем ненадолго, спустя непродолжительный период времени, в конце 1922 года она была вновь образована, и тогда первым прокурором и наркомом Якутии Якутской ССР стал Александр Дмитриевич Стефанюк. За 100 лет существования прокуратуры республики на посту прокурора были 20 лиц, 20 руководителей. И на эти должности всегда назначались опытные квалифицированные работники, которые не понаслышке знали, что такое прокурорская служба, которые прошли все ее вехи, все ее пути. Во главе прокуратуры стояли такие уважаемые и известные люди, как Федоров Михаил Михайлович, профессор, заслуженный юрист и деятель науки республики, доктор юридических наук; Каратаев Николай Нифонтович, который в дальнейшем был назначен председателем Верховного суда Республики Саха-Якутия; Мельников Николай Васильевич, ставший судьей Конституционного суда Российской Федерации; и Колмогоров Василий Васильевич, который был в дальнейшем назначен заместителем генерального прокурора Российской Федерации, и многие-многие другие. Мы всегда с большим уважением и благодарностью вспоминаем наших руководителей, им, и не только им, но и всем другим нашим ветеранам, пенсионерам посвящен музей органов прокуратуры, находящийся в здании прокуратуры республики. Периодически мы к юбилейным и иным мероприятиям издаем книги, посвященные в том числе нашей истории. Нельзя не отметить, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной державе на мировой арене. Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ и гарантом неукоснительного исполнения его указов. Тогда еще не было ни парадного белого, ни повседневного синего прокурорского мундира. Форма вообще появилась только в 1856 году. И с тех пор, конечно, много раз менялась, но обвинителя в суде отличала сразу. Поддержка обвинения – еще одна важная функция прокуратуры. Примеров тому не счесть, но, пожалуй, самый яркий – это Нюрнбергский процесс и выступление обвинителя от Советского Союза Романа Руденко. Его имя стало всемирно известным во время Нюрнбергского процесса, где он был главным обвинителем от Советского Союза. Ему пришлось допрашивать поэта Бориса Пастернака и обвинять американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Роман Руденко – человек-легенда, прослуживший 27 лет генеральным прокурором Советского Союза. Да, действительно, с тех времен, с Петровских, прошло очень много времени, сколько судьбоносных дел и героев было за это время. И даже некоторые расследования стоили сотрудникам жизни. А сейчас у прокуратуры какие самые важные полномочия, какая миссия, можно спросить?
Но основная миссия, она определена в нашем основном законе, который так и называется «Закон о прокуратуре Российской Федерации». И целью, главной целью органов прокуратуры сегодня является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности. А если проще говорить, защита прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства. Конечно же, в данном случае задачей прокурора, любого прокурора, стоит своевременное выявление, пресечение нарушений, их предупреждение, установление лиц, которые виновны в совершении данных нарушений, привлечение их к ответственности, но и главное — восстановление нарушенных прав, защита прав тех граждан, организаций, которые к нам не только обращаются, но и права которых мы независимо от поступления к нам обращений проверяем, восстановление социальной справедливости в какой-то степени. Для этого у прокурора достаточно большой имеется комплекс полномочий. Что касается функций так называемых органов прокуратуры, их условно можно разделить на две. Это надзорные и иные. Прокурор сегодня осуществляет, например, надзор за исполнением законов органами власти, контроля и управления их должностными лицами, а также за законностью издаваемых ими правовых актов. Прокурор сегодня осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Большим блоком деятельности прокуратуры является надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью уполномоченных органов. Это также надзор за органами и учреждениями, исполняющими наказания, как уголовные, так и административные. К иным функциям прокуратуры относятся координация деятельности по борьбе с преступностью, координация деятельности правоохранительных органов, рассмотрение обращений, участие в производстве по делам административных правонарушениях, а также в рассмотрении судами гражданских, административных, арбитражных и иных дел. Это лишь та малая часть полномочий и функций прокуратуры, которые определены в законе о прокуратуре и иных нормативных актов. Конечно же, мы рассматриваем, разрешаем обращения граждан, участвуем в правотворческой деятельности, проверяем на наличие коррупциогенных факторов нормативные акты, ведем государственный статистический учет, реализуем иные полномочия. А каким образом сейчас прокуратура добивается устранения выявленных нарушений? Какие рычаги имеет? Да, комплекс мер реагирования или актов реагирования, как мы их называем, определен прежде всего законом о прокуратуре, кодифицированными и иными правовыми актами. Наиболее универсальной мерой или формой воздействия на нерадивых нарушителей является представление об устранении нарушения закона, причины, условий им способствующим. Если прокурор выявляет незаконный правовой акт, он приносит на него протест. Если в этом нормативном акте имеются коррупциогенные факторы, то прокурор вносит требования об изменении такого нормативного акта. Значительный пласт работы приходится на исковую защиту граждан или интересов общества, государства, муниципальных образований. Прокурор, например, может в судебном порядке отстаивать права граждан, которые в силу каких-то уважительных причин, возраста, состояния здоровья, недееспособности самостоятельно в суды обратиться не могут. Но надо сказать, что эти ограничения не распространяются на, например, защиту трудовых, социальных прав, жилищных прав. Часто прокуроры в суды обращаются в защиту семьи, материнства, отцовства и детства, в защиту прав гражданообразования, охрану здоровья или на охрану, на благоприятную окружающую среду. В случае, если прокурор выявляет нарушения в виде каких-то административных правонарушений или признаков преступления, то также выносит соответствующее постановление, возбуждение административного дела или о направлении материалов органу следствия для принятия решения об уголовном преследовании. Но и есть некоторые специфичные функции, которые недавно в том числе появились у органов прокуратуры. Например, прокурор сегодня вправе готовить заключение и направлять в уполномоченные органы требования об ограничении доступа к информации, которая запрещена, но тем не менее которая распространяется в информационно-телекоммуникационных сетях, да, и доступ к которой необходимо все-таки в той или иной степени прекратить. Или функция есть такая у прокурора, как санкционирование решения налоговых органов об аресте имущества налогоплательщиков. Но опять-таки повторюсь, это лишь та маленькая, небольшая толика форм и методов воздействия на нарушение закона прокурор, который выявляет, а где-то и предупреждает. Для профилактики, в частности, правонарушений, прокурор может объявить должностным лицам предостережение в случае, если появляется какая-то информация о готовящихся нарушениях, с тем, чтобы они не были совершены. Такая форма реагирования также используется. А сегодня можете назвать какие-нибудь результаты работы прокуратуры за прошедший год? Да, конечно. В минувшем году прокурорами выявлено порядка 49 тысяч различных нарушений, в связи с чем комплекс достаточно эффективных мер реагирования принят. Например,
В результате прокурорского вмешательства в минувшем году была погашена задолженность по заработной плате на сумму, превышающую 290 миллионов рублей. В этом направлении восстановлены права 9 тысяч работников или защищены права 5,5 тысяч медицинских работников на причитающиеся им компенсационные выплаты. Значительные результаты достигнуты прокурорами и в сфере охраны прав граждан на здоровье, на получение медицинской помощи. Более чем в отношении 2000 лиц проведены дополнительные медосмотры, а 917 лицам дополнительно оказана помощь медицинская, в которой они остро нуждались, но в силу проживания их на отдаленных территориях не всегда до них соответствующие медицинские работники могли добраться. Дополнительно было предусмотрено финансирование в результате нашего вмешательства на приобретение системы анализа глюкозы в крови для детей-инвалидов. Тоже в республике была такая проблема, потребовалось наше вмешательство, да, поэтому восстановлены в данном случае были права ребятишек, которые нуждаются особо остро нуждались в нашей поддержке. Или по требованиям прокуроров инвалиды обеспечены более чем в 130 случаях техническими средствами реабилитации или протезно-ортопедическими изделиями. Значительные результаты достигнуты в сфере защиты прав несовершеннолетних. Например, совместно с органами власти была проделана значительная работа, направленная на снижение уровня преступности, которая совершается в отношении несовершеннолетних. В результате ее уровень снизился более чем на 12%. В этом же направлении потребовалось наше реагирование для защиты прав более 30 тысяч детей в возрасте для 3 лет. И для них выделено дополнительно было финансирование в объеме 400 миллионов рублей на полноценное и бесплатное питание. Продолжена работа и по защите прав предпринимателей. Да, и отменялись незаконные проверки, которые в отношении них проводились, и признавались незаконными те штрафы, которые к ним назначались. Задолженность в объеме 63 миллионов погашена перед предпринимателями и организациями по исполненным государственным муниципальным контрактам. Но опять-таки это лишь те небольшие примеры, те результаты, которые прокуроры достигли в прошлом году. Много нарушений выявлялось и в иных сферах. Это жилищная коммунальная сфера, это землепользование, это защита прав многодетных семей, это сопровождение надзорно реализуемых в республике национальных проектов, это вся сфера экономики и бюджеты, налоги, и легализация преступных доходов и любые другие направления надзора, которые в той или иной степени сегодня характерны для нашей огромной территории. То есть мы сегодня смело можем говорить, что органы прокуратуры действительно являются надежной опорой российской государственности. И это мы видим в результатах вашей деятельности. Даже буквально вот через нашу передачу к вам обращались сотрудники Якутского торгово-экономического колледжа «Холбас». И вот они нам сообщили, что их вопрос благодаря вам решается положительно, и передали вам огромную благодарность. От лица жителей села Угаян Алданского района, относящихся к малочисленным народам Севера и ведущих традиционный образ жизни, хотел выразить благодарность сотрудникам прокуратуры района, которые в защиту наших нарушенных прав по коллективному обращению обратились в суд с исками по факту незаконных действий со стороны алданского филиала Якутлесресурс, которые взимали плату за отвод лесосек, вопреки требованиям закона, предусматривающего бесплатную заготовку древесины для собственных нужд. По результатам рассмотрения исков денежные средства нам возвращены и наши законные права восстановлены. Я являюсь ветераном боевых действий, которые проходили город Шали, Республика Ичкерия, Северо-Кавказского военного округа в 2001-2002 году. По возвращении из горячей точки в родной город в 2002 году я был включен в реестр ветеранов боевых действий. У меня появилась семья, и я вернулся к мирной жизни. Далее я начал работать на благо семьи и детей. К сожалению, заработных денег не хватало на покупку собственного дома, о котором мы с супругой Анной очень мечтали. Жили на съемных квартирах, большая часть заработка уходила на погашение аренды и коммунальных платежей. После рождения дочери Ольги у меня родился сын Андрей. В связи с этим начал обращаться в администрацию города Алекминского района по вопросу очередности выделения мне субсидию как ветерану боевых действий для покупки жилья. Но возникла бумажная волокита, постоянно не хватало каких-то бумаг, заставляли обновлять
В связи с этим я обратился в Алекминскую прокуратуру, чтобы разобрались в моем деле. Не пришлось долго ждать, меня пригласили в Алекминскую администрацию, вручили сертификат. С помощью прокуратуры в городе Алекминске я приобрел в экологически чистом месте частный дом, и сейчас вот в нем делаем ремонт, проживаем, за что большое спасибо Алекминской прокуратуре, что очень сильно помогли. Являюсь инвалидом первой группы по зрению. Судебным приставом исполнителем Вилюйского отдела судебных приставов было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании с меня задолженности по кредитному договору. На момент вынесения постановления у меня кредитных обязательств не имелось. После неоднократных звонков представителей банка и блокировки моей социальной карты, на которую я получаю свою социальную пенсию по инвалидности, я обратился с заявлением в прокуратуру Вилюйского района. Прокуратура по результатам проверки установила, что исполнительное производство в отношении меня вынесено приставами по судебному решению о взыскании задолженности по кредиту моего однофамильца, проживающего в городе Новосибирске. После проверки прокуратуры приставы отменили взыскание на мою социальную карту, что очень мне помогло. Я бы хотел выразить свою благодарность прокуратуре Вилюйского района за своевременную защиту моих прав. Большое им спасибо. Спасибо. Мы всегда рады поступлением таких сигналов, когда граждане не просто пишут обращение к нам о нарушении их прав, а когда благодарят о тех результатах, которые прокуроры смогли достичь. К вам действительно вот обращаются граждане по разным вопросам, да? И как вы с ними вообще вот работаете? Да, надо сказать в целом, что за последние 10 лет продолжает сохраняться тенденция к росту обращений, которые к нам поступают. Это свидетельствует об определенном, опять-таки, уровне доверия населения к органам прокуратуры. Только за минувший год в органы прокуратуры поступило порядка 24 тысяч различных обращений, и 4 тысячи граждан принято на личном приеме. А если говорить о разрешенных обращениях, то значительная их часть по-прежнему приходится на сферу надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Это 65%. И чаще всего граждан волнуют вопросы реализации ими, опять-таки, трудовых, жилищных, социальных прав. Наиболее часто граждане в прошлом году обращались в защиту прав многодетных семей, несовершеннолетних. Более часто граждан республики беспокоили вопросы или проблемы в жилищно-коммунальной сфере. Четверть всех обращений приходится на иное направление деятельности, надзор за уголовно-процессуальной деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью. Ну, как правило, это обращения граждан по поводу длительного рассмотрения сообщения о преступлениях или несогласия с принятием процессуальных решений, которые органы дознания предварительного расследования принимали предварительное следствие, или жалобы на ход расследования уголовных дел о преступлениях. Я вот хочу сейчас озвучить некоторые интересные факты, ну, чисто для интереса, да, я вот нашла. Первые прокуроры и адвокаты появились во времена Древней Греции и Древнего Рима. Тогда были придуманы первые законы, которые использовали в судебном деле. Наибольший профессиональный запас слов имеют работники юриспруденции, оказывается, медики и священники. Их словарь насчитывает около 15 тысяч слов, в то время как лица рабочих профессий имеют в своем запасе до 6 тысяч слов, то есть ровно половину. Да? В средние века в Европе не редкостью были иски к животным. В роли подсудимых часто оказывались коровы, козы и овцы, оказывается. Такие иски серьезно рассматривались и требовали вынесения приговора. В 1740 году был вынесен последний приговор животному. У Конституции Российской Федерации 1000 авторов, а ее создание продолжалось 3,5 года, что составляет 42 месяца или 168 недель.
А вот еще. В Российской Федерации прокурор не имеет права вести предпринимательскую или политическую деятельность, работать в коммерческих структурах, так как это может повлиять на его беспристрастность. Да? А скажите, пожалуйста, а как вот стать прокурором? Что для этого необходимо? Ну, естественно, первый путь профессии — это поступление в юридический вуз. Да, Да, нужно быть юристом, иметь соответствующее высшее образование, отвечать всем тем квалификационным требованиям, которые предусмотрены в законе о прокуратуре, в иных нормативных актах. Это прежде всего гражданство Российской Федерации, это наличие высшего образования, это отсутствие счетов в иностранных банках, соблюдение иных ограничений и запретов, которые должен прокурор сегодня, как никакой другой чиновник, соблюдать. Да, очень строгие правила регламентированы именно для поступления на службу в органы прокуратуры и для ее прохождения. Да, и если гражданин, если работник прокуратуры такие ограничения, запреты не соблюдает, ну, к сожалению, он должен будет уволиться из органов прокуратуры. А для вот поступления на службу к вам какую-то аттестацию там проходят, да, или экзамены сдают, или просто после... Наличие собеседования, психологическое тестирование и диплом о высшем образовании. И все. По сути, да, основные те документы и те этапы, которые необходимы для трудоустройства в органы прокуратуры. В Якутии деятельность прокуратуры начала приобретать большое значение с 90-х годов XIX века. Прокурор стал руководить следствием, выступать обвинителем на суде и следить за исполнением приговора. А с 1925 года начали учреждать штаты участковых прокуроров в 7 округах. В данное время в структуру прокуратуры республики входят 37 городских, районных и специализированных прокуратур. Для решения задач обеспечения преемственности поколений, воспитания прокурорских кадров в полной мере используется потенциал ветеранов прокуратуры. Постоянная связь с ветеранами и пенсионерами прокуратуры стала доброй традицией в ведомстве. Уважаемые прокуроры, ветераны и работники органов прокуратуры, от имени Совета ветеранов и пенсионеров прокуратуры Республики Саха-Якутия сердечно поздравляю вас с Днем образования прокуратуры России. За свою тысячелетнюю историю наше ведомство пережило разные времена, но постоянно оставалось одно – мы всегда стояли на страже закона. Прокуратура востребована современным обществом, поскольку всегда являлась оплотом государства. Твердость и упорство в отстаивании интересов России, независимость реализации надзора – вот ключевые профессиональные принципы сотрудников прокуратуры, позволившие добиться высоких и стабильных результатов в решении задач укрепления, восстановления и сохранения законности. Служение своему стране требует самоотверженности, большого мужества. Ваша ежедневная кропотливая работа является существенным вкладом в стабилизацию общественно-политической обстановки в общее процветание республики и страны в целом. Мы искренне желаем тем, кто пришел нам на смену, не забывать преемственности поколений, о том огромном опыте прокурорской работы, который накапливалось годами. Никогда и при каких обстоятельствах не оставаться равнодушным к чужой беде. В сентябре 2017 года между прокуратурой республики и общественной организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры республики заключено соглашение о совместной работе и взаимодействии в различных сферах нашей деятельности. В исполнении положений соглашения мы провели большую работу по обновлению музея прокуратуры, который был открыт в сентябре 2021 года. Эта работа продолжается. Совет ветеранов и пенсионеров прокуратуры приносит особую благодарность руководству прокуратуры, прокурорским работникам, воплощению в жизнь давно обозревшей идеи создания обновленного музея прокуратуры Республики Саха-Якутия. 28 мая 2022 года совместно с работниками прокуратуры Республики и с Сасагарским наследником Величского района в знак огромной благодарности установили в городе Якутске памятник Николаю Нифоновичу Каратаеву, заслуженному юристу Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Величского улуса, прокурору Якутской ССР, председателю Верховного суда Республики Саха-Якутия. Вклад Каратая Николая Нифоновича в дело укрепления законности, совершенствования законотворческой деятельности и судебной системы республики неоценим. По рекомендации Совета ветеранов и пенсионеров республики в городах и в районах созданы филиалы регионального отделения ветеранов и пенсионеров прокуратуры. На основании вышеуказанного соглашения активное участие в работе филиалов принимает и оказывает поддержку прокуроры городов Якутска, Нерюнгри, Нюрбинского, Николаевского, Жиганского, Чуровчинского, Татинского, Амгинского, Горного,
Хангаласского и Намского районов. Дорогие наши ветераны, вы являетесь гордостью прокуратуры, мощным его потенциалом, золотым фондом. Вами внесен весомый вклад в дело защиты законности и правопорядка в разные периоды развития страны. Спасибо вам за ваш огромный труд, ваши идеи, помощь и советы. Желаю коллективу прокуратуры твердости духа, а время сейчас тоже непростое, успехов в нелегком деле служения закону и уверенности в завтрашнем дне, достойного исполнения своих обязанностей. Поздравляю работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником. Желаю им и их семьям крепкого здоровья, оптимизма, семейного счастья и благополучия. Ну и по традиции ваши пожелания коллегам в связи с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации, профессиональных вам успехов, мастерства в достижении тех нелегких, но важных для государства, для наших граждан задач. Сил вам, энергии и здоровья. Здоровья и энергии вашим родным и близким. С праздником! Ну и я вас тоже поздравляю, и ваших сотрудников тоже с профессиональным праздником, с Днем прокуратуры, с Днем работников прокуратуры. Пусть ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе, пусть ваш труд будет всегда, ну, с каждым годом, как говорится, будет оценен гражданами нашими, авторитет ваш пусть укрепляется всегда. Ну и желаю удачи и успехов в вашем нелегком труду. Спасибо большое. Спасибо, что приняли участие в нашей передаче, нашли время для нас. Всего хорошего. Спасибо. Ну, я вам напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня с нами беседовал заместитель прокурора республики Александр Сергеевич Трухин. На этом наша передача подошла к концу. Всего хорошего. До свидания.